Еще один очередной день недели всем вам мы вот презентуем и представляем. Пятница на календаре, 10 апреля, если 10 я не апреля. ошибаюсь. Да, вы дождались самый, возможно, долгожданный день, день, когда мы вот завершаем свой вот этот недельный забег, успешный, с результатами какими-то. Если нет, у нас есть еще один день все подтянуть. И поэтому мы желаем вам на сегодня, конечно же, если что-то осталось, какие-то долги, скажем так, в деятельности, сегодня их обязательно закрыть. Ну, а это «Утро Якутии». Да, желаем, чтобы сегодня ваш день прошел максимально удачным, веселым, продуктивным. Возможно, сегодня у кого-то очень ответственное дело, Да. может, у кого-то собеседование, у кого-то экзамены. Да. А мы в любом случае Или проект желаем... нужно закрыть. Да, мы в любом случае желаем всем вам удачи, веры в себя, у вас все обязательно получится. Да. А мы это кто мы? Кто мы? Конечно, Катерина Винокурова, Павел Танин. «Утро Якутии» на Якутии-24. Самая утренняя, добрая, позитивная, семейная, уютная программа утреннего эфира на Якутии-24. Ну и самое время узнать, что нас ожидает сегодня на улице, за окном. Сегодня в центральных районах днем ожидается -1, -2 градуса. В заречной группе -2, 0. В южных 0 градусов. В Вилюйской группе -2, -3. В Нижнеленских от -3 до -11. В западных -7, 0 градусов. В Колымендигирской группе -7, -16 градусов. В Янских -9, -13. На северо-западе -17, -22 градуса. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 18 градусов мороза, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, 0 градусов. Ну, уже достаточно во многих районах отметка доходит до 0. Да. Ну, то есть постепенно теплеет, да? Постепенно теплеет, а в Якутск с утра опять какой-то холод вернулся, но мы на днях разговаривали, да, что все-таки это норма, как оказалось, поэтому Да. вот такой наш климат, а что, Вот а что такая вы вот хотели, весна, да? ну. Такая весна, и она вроде как даже и вполне себе нормальная. Вот. Ну а мы сейчас узнаем о событиях, которые произошли в республике, за ее пределами, важные события, которые так или иначе могут повлиять и на нашу жизнь. Об этом нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В ближайшие 1-2 года условия по ипотеке в России станут привлекательнее для заемщиков. Процентные ставки могут пойти вниз. Это сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. По ее прогнозам, к концу этого года рыночные ставки могут опуститься ниже 15%. Сенатор советует тем, кто не подходит под льготные программы, копить на большой первоначальный взнос. Если у семьи есть 30-50% стоимости квартиры, банк с большей охотой предложит комфортную ставку. Кроме того, стоит присмотреться ко вторичному рынку, где есть жилье со скидкой. Из-за аномальных снегозапасов предстоящий паводок в Якутии может стать одним из самых сложных за последние годы. В зону потенциального подтопления попадает 121 населенный пункт. Прогнозируется большой объем воды на реках Колыма, Индигир и Яна. Из-за этого отмечается вероятность повышения уровня воды в Колымской группе районов, а также в группе риска находятся Намский, Хангаласский улусы и город Якутск, расположенные вблизи реки Лены. Для безопасности пропуска весеннего паводка превентивные мероприятия начались с марта. На сегодняшний день зачернено более 50% от запланированного объема. Также проводятся распиловки на 7 участках. И в случае заторов создан запас взрывчатых веществ в 25 тонн. Более 700 га необходимо зачернить, но самое сложное здесь надо расчистить от снега и торосов. По процентным соотношениям почти 80% расчищено, это самое главное. Скоро завершат ребята. Зачернено половина, 50%. По распиловке у нас 41 тысяча метров. Намский улус, ребята молодцы, подрядчики все сделали, завершили.
по процентному соотношению у нас там 70% получается. Еще одно немаловажное направление работы – это подготовка водохранилищ. По последним данным, в Вилюйском водохранилище емкость у нас готова, опорожнена на 70%. В Нерюнгринском районе идет подготовка к масштабному событию – международному национальному празднику Бакалдын. Торжества запланированы на 20 июня этого года и пройдут в местности Тастах. Праздник приурочен Году единства народов, Году культуры и столетию венкийского села Иенгра. Организационный комитет уже приступил к активной работе. Гостей ждет насыщенная разноплановая программа, которая сразу объединит несколько тематических блоков – деловой, культурный и спортивный. Бакалдын – это не просто праздник, а символ единства, сохранения традиций, уважения к культуре коренных народов Севера. Подготовка к нему объединяет жителей Нерюнгринского района, дает возможность внести вклад в сохранение наследия предков. Ключевой акцент – сохранение и дальнейшее продвижение того опыта, традиций, которые были сформированы за многие-многие столетия, а может быть даже тысячелетия. Мы хотим подарить людям искорку, наверное, даже своей души, да, чтобы каждый из них во время праздника уже зажегся, ему было интересно, он не хотел бы отсюда уходить, он с нетерпением ждал бы и с ожиданием особого смысла рассвета на нашей земле, но и после этого хотел еще не раз сюда вернуться, к нам в Нерюнгринский район и в славное село Иенгра. Министерство культуры РФ опубликовало перечень приоритетных направлений для финансовой поддержки кинопроизводства на этот год. В список вошли темы, отражающие задачи государственной политики, историческое просвещение, достижения российской науки, популяризация образа будущего страны, а также рассказы о выдающихся личностях в культуре и спорте. Особое внимание планируется уделить фильмам о героизме участников СВО, внешнеполитических победах России, семейных ценностях и адаптации молодежи в социуме. Также поддержку получат экранизации классической литературы и проекты о традициях регионов. Ну, а теперь перенесемся немножко в другую атмосферу, потому что, вот представьте вот такую ситуацию, да, за бортом вездехода минус 40 километров, минус 40 градусов, да, ветер в лицо, и до ближайшего жилья сотни километров замерзшей реки. И вот как не застыть духом, да, в таких условиях, там, где даже утро пахнет не кофе, а инеем и соляркой? А именно этот контраст между хрупким теплом человеческого тела и железной хваткой северной стихии мы увидим в репортаже из легендарной экспедиции «Пути великих свершений». Маршрут Якутск-Тикси, который проверяет на прочность все – технику, волю и, главное, способность видеть красоту там, где, кажется, есть только выживание. Как рождается утро в Арктике? Чем пахнет дорога длиной в 1500 километров? И зачем современные романтики снова и снова бросают вызов самой суровой дороге мира? Об этом расскажет наш коллега Евгений Никифоров. По маршруту автомобильной экспедиции «Пути великих свершений» из Якутска в Тикси мы посетили поселок Усть-Куйга, который находится на правом берегу реки Яна в зоне вечной мерзлоты. Находимся на предприятии, которое можно назвать как Усть-Куйгинский судоремонтный завод. Здесь ремонтируют, готовят суда к короткой северной навигации. От Усть-Куйги до моря Лаптевых всего лишь 156 километров. Здесь река Яна, в основном судоходство речное, но завоз осуществляется и морскими судами в порт Найба и далее сюда. Здесь, в принципе, осталась инфраструктура с советских времен. Сейчас что-то поддерживается в рабочем состоянии, что-то планирует строиться. И сейчас мы видим, что перед началом навигации идет подготовка активная. Мы прибыли в речной порт Усть-Куйги, погрузочно-разгрузочная площадка. Здесь имеются краны. Все это функциональное. В данный момент пока еще в замороженном состоянии. Но, конечно, удаленные населенные пункты, находящиеся на реках, имеют единственную возможность доставки продуктов, продовольствия, ГСМ, запчастей, стройматериала только по водным артериям. Соответственно, это все хозяйство должно быть в идеальном состоянии к началу навигации. Навигация здесь короткая, поэтому работы по подготовке к приему грузов начнутся уже совсем скоро. Владимир Юрьевич, доброе утро. Доброе утро.
как работает одно из подразделений нашего Ленского речного пароходства, как идет подготовка к навигации, каковы были итоги прошлой навигации, ну и планы на следующую навигацию. Еще раз добрый день, доброе утро. Ну, у нас навигация плановая идет, подготовка, идет судоремонт. На данном этапе у нас модернизация идет флота. Это 2 единицы. Плюсом ремонт корпусные баржи, тысячные баржи 1426. Работает нанятая бригада сварщиков. Работа идет полным ходом, в принципе, задержек нету. Снабжение вот пришло у меня сейчас на данном этапе. Что сказать по прошлой навигации? Прошлая навигация прошла успешно у нас, воды было достаточно. Выполнили на 120%. Сколько сейчас всего у вас здесь людей работает? На сегодняшний момент у меня 5 сварщиков работает и 4 человека, которые на судоремонте. Отозваны 21 человек. Пока на приобретении билетов у нас проблемы. То есть билеты, если был Росатом, плотно работал, то на данный момент я не знаю, кто их скипает. Ну, то есть с билетами проблема стала. Добраться сложно. Добраться сложно. Ну, в целом Евгений готовит целую серию выпусков передачи «Испытана на себе дорога в Арктику» совсем скоро на нашем канале. Но если Евгений покорял бескрайнюю тундру на автомобиле, то наши сегодняшние гости вернулись из путешествия совсем иного толка с вылетом прямиком на космодром. Они буквально на днях завершили свой большой маршрут и готовы поделиться впечатлениями. У нас в студии педагоги школы номер 31 города Якутска, победители республики в программе «Орлята России», лучший педагог, учитель начальных классов Нина Викторовна Власова и лучший советник директора по воспитанию Евгения Анатольевна Таманырова. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро. Вот 12 апреля, это уже вот воскресенье, оказывается, как я даже запамятовал, будем отмечать День космонавтики, наверное, тоже один из главных праздников в нашей стране, 65-летие первого полета человека в космос, да. И вот ваше большое орляцкое путешествие завершилось буквально также на днях, да, в преддверии этого дня. Расскажите вообще вот про этот уникальный маршрут, что это было, как это было. Еще раз доброе утро. Наша дружная команда состояла из участников всероссийской программы «Орлята России». И в путешествие отправились наши педагоги, советник, родители, наставники орлят, ну и, конечно же, наши звездочки, наши юные орлята. Да, у нас был такой старт с Якутска. Мы ехали на поезде, прибыли в город Благовещенск, затем мы посетили космодром Восточный и, конечно же, легендарный город Циолковский. Вот. Мы преодолели 1000 километров. Главное не расстояние, а что? Командная космическая у нас работа. Ну, уже по настроению видно, что было очень хорошо. Да, мы съездили как ракета, быстро это все произошло, очень много впечатлений. Такие перевозбужденные, да? Вы побывали на настоящем космодроме, да? Это 42 гектара сложнейшей инженерии, стартовые столы, башни обслуживания. Что больше всего поразило, самое яркое впечатление? Космодром — это целый город, это вообще 121 объект, технические площадки, башня, да, где готовят к старту ракету, вот буквально за 1 минуту, когда ее оттуда выкатывают, можно сказать. Вот, и детей еще поразило, что там не 10, не 20, а это сотни людей, которые готовят к старту ракету вообще. Это вообще целая площадка, вот это вот вся техника. То есть для них мы были очень маленькие, да, а для них это все гигантское. Вот, ну, вы также, как отметили, посетили город Циолковский, который назван в честь Константина Эдуардовича Циолковского, который, в принципе, там первый, кто теоретически как-то обосновал полеты в космос и так далее. То есть одна из ключевых фигур космонавтики, я бы сказал, мировой даже. И вот как память об этом ученом, ну, может быть, на примере ваших подопечных, да, она помогает детям верить вот в какие-то мечты такие глобальные, потому что, ну, космос все равно для нас остается таким неведомым чем-то. Ну, конечно же, заветы и идеи Циолковского учат наших ребят всегда стремиться к своей мечте, не бояться своих целей, не бояться трудностей, учат их преодолевать. Ну и главный девиз Циолковского: невозможное сегодня станет возможным завтра. И ребята были под большим впечатлением, попав именно в этот город. Они посетили музей истории и космонавтики, где очень много экспонатов, которые действительно
Ребята с восхищением смотрели и удивлялись, и сделали для себя много открытий. Да, и хотела здесь добавить, дети полетели в виртуальный космос. И самое главное, что? Они попробовали космическое питание. Да. Даже вот это вот шаурма, они попробовали шаурму, вот гамбургер, это все космическое питание, это все есть. Это было настолько интересно, дети все попробовали. Мы спросили, что, допустим, им не понравилось. Ну, единственное, что это только щи, суп щи. А борщ был просто обалденно. Вот дети пробовали, это просто было потрясающе. Это мы говорим вот про еду в кино. Да, Да, это вот да. настоящая еда, вот дети сами готовили, сидели. А вот когда они приобрели вот эти сувениры, ну вот настоящее космическое питание, там, конечно же, уже надо под контролем родителей готовить, потому что это необычно. Это не просто тюбики, это надо, Да. это целый процесс, чтобы приготовить питание. Конечно. Да. Но мы знаем, что знаменателей стала экскурсия в школу номер 16 имени героя-космонавта Леонова. Алексея Леонова, да? Ага, вот что вот на примере первого космонавта, полетевшего в космос, В может открытый космос. в открытый космос. Да? Ну вот про Леонова рассказали, да? Ну вот действительно мы знаем, что он когда попал в космос, и никто не знал, что будет происходить. У него буквально, ну мы все об этом знаем, про Леонова читали, да? У его скафандр раздулся буквально на 12 минут, и чтобы вернуться обратно в корабль. Но он не сдался, не паниковал, он вернулся, Леонов. Вот тем самым детям это очень было интересно послушать про, ну, вот, если, допустим, действительно всякое происходит в космосе, да, а тут раздулся скафандр. Ну и в целом посещение школы имени героя, да, на детей произвело огромное впечатление. Нас очень тепло, уютно встретили. Педагоги провели для нас мастер-класс необычный по созданию космических картин на граффити. Ребята попробовали, да. Также мы посетили планетарий, посетили их музей. То есть было очень интересно и много для себя. Это вот именно в школе, в Да. музее все оснащено, именно все, что связано с космосом. Ну вот теперь вопрос немножко, да, с другой стороны, казалось бы, с другой темы, но тем не менее про космос, да, космос объединяет людей, то есть на вашем примере, да, вашего путешествия объединилась Якутия, Амурская область, да, в принципе, если взять тот же МКС, там постоянно представители космонавты разных стран вместе работают совместно и так далее, то есть принцип какого-то единства. И вот тема космоса, опять же, говоря про воспитание ваших подопечных, да, она как-то вот удалось ли через нее тоже привить какие-то ценности, вот именно объединения народов, людей и так далее? Действительно, космос не знает границ, и наша поездка это доказала. У нас прошла в Благовещенске встреча флагманских школ, школа номер 22 имени Дзержинского, то есть встреча флагманских школ Якутии и Амурской области. Мы провели с ребятами совместный концерт, также у нас прошел космический квиз. Для педагогов прошел круглый стол. И, конечно же, самое интересное было то, что мы познакомили ребят с национальными играми, провели турнир по Масс-игра. Масс-игре. Да, по Да. Масс-игре. Вот. И наши ребята показали, познакомили ребят с культурой, с традициями. То есть встреча прошла очень в Да, теплой, представили душевной нашу атмосфере. республику Саха-Якутия. Да. Да. Ну и дальше наше путешествие продолжилось В Китае. международное сотрудничество. Да, это год народного единства, и мы участвовали в фестивале, а также встретились в искусственном Музей музее, да, музей искусств вместе со школой, китайской школой, да. Вот. Ну и, конечно же, мы хотелось нам завершить словами. Это же все-таки юбилейная дата, да? Как Юрий Гагарин, первый человек, полетел в космос 65 лет. И мы хотели бы вам вручить звезду, Катя, Паша. Если быть, то быть первым, как говорил Юрий Гагарин. Это вот в данный момент вот такой девиз. Ну и, конечно же, Спасибо. хотелось Прикрепно, да. зрителям пожелать космической энергии, космического здоровья, космического счастья и успехов. Ну, а мы тоже желаем вам оставаться, в первую очередь, всегда вот в таком же приподнятом духе и энтузиазме. Да, и новых вам поездок и, конечно, впечатлений. Спасибо. Спасибо большое. Ну а мы решили не ждать послезавтра, чтобы говорить о космосе. Ровно 2 дня до гагаринского полета в космос. Да, в 1962 году Президиум Верховного Совета Советского Союза подписал указ об учреждении Дня космонавтики. Именно 12 апреля обрело официальный статус праздника, объединившего всех чувством гордости за страну. А чем же отмечен день 10 апреля на календаре, узнаем прямо сейчас. На
На календаре 10 апреля. День братьев и сестер, Международный день движения сопротивления. По народному календарю Илларион выверни оглобли. На Илларионов день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок. Его в старину плели на Степана всей семьей. Считалось, что он охраняет дом и помогает одолеть недуги. Это день в истории. 1710 год. В Англии вступил в силу закон об авторском праве. 1944. Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 1981. В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики. В этот день родились 1887 год. Бернардо Усай, аргентинский физиолог, нобелевский лауреат. 1895. Всеволод Рождественский, советский поэт и переводчик, военный корреспондент. 1898. Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики оздоровления «Детка». 1937. Белла Ахмадуллина, советская и российская поэтесса, писательница. 1952. Стивен Сигал, американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо. Именины сегодня отмечают Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан. Ну а сегодня также 30-летие своей деятельности отмечает Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики имени Ивана Спиридоновича Жараева. Хранилище создали по поручению первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева в 1996 году, а идея единственного на Дальнем Востоке архивного учреждения принадлежала кинематографистам Ивану Жараеву и Виссариону Томскому. Так началась многолетняя сложная, но интересная работа по сбору особо ценных кинодокументов. Сегодня в фондах центра на государственном хранении находится более 50 тысяч единиц учета кино- и видеодокументов, начиная с 20-х годов прошлого столетия. И уже 30 лет центр занимается поисковой деятельностью, сотрудничает с Российским государственным архивом кинофотодокументов в Москве, с Госфильмфондом и другими государственными структурами, как федерального, так и республиканского значения. Вместе с тем центр проводит большую просветительскую работу, проводит кинопоказы в общеобразовательных учреждениях и вносит свой вклад в развитие образования. Мы поздравляем всех работников, тех, кто стоял у истоков и продолжает сегодня эту работу. Безусловно. Ну а с приходом весны пробуждается не только природа, расцветает и красота якутских девушек, прятавшаяся зимой за теплыми пуховиками. Это идеальное время для проведения конкурсов красоты. В поселке Максоголовка прошел праздник грации для воспитанниц детских домов и приемных семей «Мисс Весна» и «Веснушка». На мероприятии побывала наша коллега Виолетта Засимова. Мероприятие прошло в Центре культуры «Юность». Организатором выступил Максоголовский центр содействия семейному воспитанию. Изначально планировалось, что конкурс соберет участниц всей республики. Однако из-за гололеда и сложной обстановки на дорогах многие не смогли приехать. В итоге из-за короны боролись 7 девочек из Хангаласского улуса. От тебя победу жду. Участниц разделили на 2 возрастные категории. Старшие боролись за титул «Мисс Весна», а младшие за звание «Мисс Веснушка». В старшей группе внимание жюри сразу привлекла воспитанница Максоголовского центра содействия семейному воспитанию Эльвира Кондратьева. Я решила вообще поучаствовать, чтобы попробовать себя в этом. Я многое пробую в себе, там делаю разные макияжи, занимаюсь танцами. И вот я решила попробовать, почему бы и нет. Уровень поддержки серьезный. Ты ожидала такую поддержку? Нет, честно. Я думала, я проснусь сейчас в 8 утра и начну бегать сама. По итогу все хорошо, но я волнуюсь сильно. Программа конкурса включала несколько этапов: визитку, творческий номер, конкурс блюд и дефиле в стиле авангард. Сашу Максимову из села Актемцы практически на каждом этапе поддерживала ее большая и дружная семья. Все они помогали младшей дочке и сестренке бороться за главный титул. Она к нам пришла 4 годика. Сейчас ей 11 лет, в 5 классе учится и очень хорошо учится. Мы ее очень гордимся. Тем более сегодня она у нас вообще нас, можно сказать, удивила. И так быстро все подготовились в темноте, и танец поставили, и наряд нашли очень-очень быстро. И она нам, конечно, очень помогла в этом, да, и мне очень понравилось то, что мы
в этот день, да, целую ночь, можно сказать, репетировали. И у нее очень хороший такой стойкий характер, да, и она, то, что она сказала, буду участвовать, да, и до конца буду тренироваться, и поэтому вот она сегодня очень себя хорошо показала. Поддержать юных красавиц приехало множество гостей и спонсоров, которые приготовили для участниц море подарков. Девочки буквально купались во внимании и овациях. Особым гостем праздника стала Сахая Гоголева, организатор республиканского конкурса «Мисс Новая Якутия». Это просто замечательный конкурс, мы просто невероятно сильно заряжены всеми участницами. И мне как человеку, как маме в первую очередь, очень приятно видеть, как маленькие девочки раскрываются на сцене, как они мотивируют друг друга, как они друг друга поддерживают. И мне кажется, что такие проекты, такие конкурсы, они должны жить, они должны существовать. Огромная благодарность всем организаторам. Знаем не понаслышке, каково это быть за кулисами, как все это организовывать. Так что приглашайте нас еще. Сегодня находится 7 девочек, но было объявлено, что будет 13. Всем девочкам передаю привет, кто, к сожалению, не смог присутствовать. Ждем вас в следующем году. Зовите нас. Спасибо. И вот наступил самый волнительный момент подведения итогов. Одна за другой объявлялись номинации, и ни одна из участниц не осталась без своей доли аплодисментов и подарков. Мисс Очарование 2026. Прекрасной девочки с красивым именем Элеонора Антипина. Среди младших девочек корону и звание «Мисс Веснушка» завоевала юная Саша Ковальчук из Махсгалоха. А в старшей группе титул «Мисс Весна» ожидаемо получила Эльвира Кондратьева. Награждение было настолько трогательным, что девушка не смогла сдержать слез. Но на этом триумф не закончился. Прямо со сцены Сахая Гоголева объявила, что Эльвира приглашена к участию в престижном конкурсе «Туймада Ко» на предстоящем Исэхи Туймада в Якутске. От себя добавим, каждая девочка, вышедшая в этот день на сцену, уже победительница, ведь она поверила в себя и не побоялась раскрыть свои таланты. Специально для программы «Утро Якутии» из Хангаласского улуса Виолетта Засимова. А мы тем временем уже вовсю готовимся к Пасхе, которая у нас в России выпала на предстоящее воскресенье, 12 апреля, совпало с Днем космонавтики. Да? Угу. Красть яйца – традиция любимая, но порой хочется чего-то новенького. Мы нашли для вас 2 идеи, которые не займут много времени. Давайте посмотрим и, может быть, возьмем на заметку. До светлого праздника остались считанные дни. Пора доставать луковую шелуху, краски и готовиться к самому уютному предпраздничному вечеру. Если вы еще думаете, как удивить близких и красиво оформить пасхальную корзину в этом году, оставайтесь с нами. У нас для вас пара простых идей. Для начала нам нужно сварить яйца, а пока вода закипает, займемся подготовкой. Начнем с первого способа. Он требует минимальных затрат, но выглядит очень нарядно. Нам нужны петрушка или любая зелень с красивым резным узором на ваш выбор. Далее капроновые колготки или гольфы. Режем их на небольшие мешочки и не забываем про нитки или тонкие резинки. В стакане разводим пищевой краситель, воду, уксус и сам пигмент. Сваренные яйца остужаем, чтобы они были теплыми, но не обжигали руки. Теперь берем яйцо, прикладываем к скорлупе листик, плотно прижимаем и аккуратно упаковываем в капроновый мешочек. Обратите внимание на важный момент. Завязывать нужно очень туго. Мы сделали слабый узел, и рисунок получился размытым. Капрон должен плотно прижать зелень к скорлупе. Затяните узелок посильнее и опускайте яйцо в краситель на пару минут. После этого достаем, ополаскиваем в чистой воде, даем обсохнуть и разрезаем мешочек. Аккуратно снимаем листик, на скорлупе останется четкий отпечаток зелени.
А теперь второй способ. Кроме вареных яиц и красителя с уксусом, нам понадобится обычная восковая свеча и ватная палочка. Зажигаем фитиль и ждем, пока вокруг огня образуется лужица жидкого воска. Макаем кончик ватной палочки прямо в этот расплавленный воск и быстро, пока он не остыл, ставим на яйце точки. Мы сделали простой веселый горошек, но вы можете нарисовать что угодно. Когда воск застынет, опускаем яйцо в стакан с разведенным красителем. Там, где был воск, краска не прилипнет. Даем цвету схватиться, вынимаем и легким движением пальца снимаем воск. На ярком фоне остаются белоснежные кружочки. Получается праздничное яйцо в горошек. До Пасхи еще есть время, чтобы успеть натворить целую гору таких красавцев. Пусть ваши хлопоты будут только в радость. С наступающим праздником! От красок и узоров пасхальных яиц к музыкальной палитре главного весеннего фестиваля. В этом году «Золотые купола» отмечают юбилей. О программе и географии проекта расскажет его руководитель, проректор Высшей школы музыки Светлана Вдовенко. Светлана Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, кто является вообще автором проекта «Золотые купола», кто стоял у истоков его создания, тем более, что юбилей, да, об этом нельзя не упомянуть. И вообще, как появилась сама эта идея? На самом деле республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола» появился еще в 2001 году. И как совместная инициатива деятелей культуры, церкви и профессионального музыкального сообщества. Идея этого проекта принадлежит Тамаре Прокопьевне Сафроновой, первому проректору Высшей школы музыки, и Юрию Николаевичу Козловскому, которые предложили объединить традиционные пасхальные концерты в единый системный проект. Учредителем фестиваля стало Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Якутская епархия и Высшая школа музыки. И сейчас это большой масштабный проект, который является одним из ключевых духовно-просветительских проектов республики. Ну, в какие даты, да, в этом году будет проходить фестиваль? Какова общая продолжительность программы и что нас ожидает, да, в завершении фестиваля? Открытие фестиваля пройдет 12 апреля на площадке Русского драматического театра имени Пушкина. И пройдет в пасхальные дни на разных площадках города и республики. И завершится 19 апреля. Это будет большой завершающий заключительный концерт в Доме дружбы народов имени Кулаковского. То есть всю неделю, да? Всю неделю будет празднование, но на этом еще не завершается фестиваль. Он еще продлится до 6 мая. Наверняка мы ожидаем гостей, да? Конечно, обязательно мы ожидаем гостей из других регионов. К нам будет выступать в республике хор Екатеринбургский, поэтому будет такая очень интересная программа. Вот мы, по сути, упомянули стартовое мероприятие, завершающее мероприятие, а между ними что-то еще, на что стоит обратить внимание? Вообще в этом фестивале у нас запланированы концертные программы, кинопоказы, театральные постановки, разные творческие совместные проекты и экскурсионные проекты, так как задействованы, собственно говоря, все площадки, о которых я уже перечислила. Программа довольно интересная, и она охватывает большой круг людей, свыше 1000 жителей, и ориентирована на людей разного возраста, начиная от детей, молодежи, семейной аудитории. То есть, большой такой широкий охват. А где, может быть, подробнее можно ознакомиться с программой, то есть, чтобы человеку ему стало интересно, может где-то, может быть, почитать, что тогда-то то пройдет, тогда-то это пройдет. Программа фестиваля у нас будет опубликована уже и висит афиша около Русского драматического театра имени Пушкина. Еще одна программа фестиваля будет вывешена на улице Ленина, проспекте Ленина, где афиши Государственной филармонии Якутия.
И также мы на открытии фестиваля 12 апреля в Русском драматическом театре будем раздавать программы фестиваля вот всем слушателям, всем зрителям, которые придут на этот концерт. Светлана Владимировна, спасибо вам за участие в нашем эфире. Пользуясь случаем, приглашаем всех наших телезрителей, гостей и жителей столицы, да, принять участие и прикоснуться к прекрасному. Спасибо большое. Ну а как еще провести пасхальные выходные? Например, посетить новые выставки Национального художественного музея. Об одной из них с интригующим названием анонсируем в нашей рубрике. Ныне в Национальном художественном музее в нашем выставочном зале проходит персональная выставка художника-графика, плакатиста Иннокентия Петровича Попова «Время не ждет». Художник большую часть своего самобытного яркого творчества посвятил такому виду изобразительного искусства, как плакат. И большинство произведений, выставленных на экспозиции, как правило, занимает именно произведения именно этого вида искусства, плакатной графики. Плакат, как известно, является зеркалом эпохи и отражает самые яркие и актуальные вопросы как истории, так и в целом социальных явлений и событий. В нашей республике плакат прошел свой яркий и самобытный путь от творчества наших первых художников и заканчивая уже цифровыми произведениями наших современных молодых художников. В данном случае мы обращаем внимание на плакат «Время не ждет» 1996 года, который дал название всей выставке, которая так и называется «Время не ждет». Работа художника посвящена экологии, теме нашей северной природы, промышленности и, как мы видим в данном случае, кемеролитовой трубке «Мир» в городе Мирный, который был открыт впервые в 1955 году и была начата разработка уже открытого местонахождения алмазов с 1957 года. И в ширину на данный момент трубка занимает 1,5 километра диаметром и в глубину больше 7 километров. И в художественном плане, в философском плане это можно представить как огромную незаживающую рану нашей родной земли. Как только художник лично воочию увидел саму трубку «Мир», это оставило в его душе, в его воображении огромное впечатление. Само название плаката, так и в каком виде его преподнес нам художник в виде песочных часов. С верхней части плаката мы видим саму трубку, а с нижней части видим ее уже в перевернутом виде. И вот само название «Время не ждет», и вот посередине композиции художник разместил строки стихотворения Алексея Алексеевича Кулаковского «Скулях» Алексея. Надолго ли оставили и когда же восстановите? И в конце концов, сама выбранная композиция, вот такой вид песочных часов и цветовая гамма говорит нам о том, что родную землю нужно беречь, беспокоиться о ее проблемах и думать о наших действиях, что наставляет нас на серьезные раздумья. В конце концов, многие работы про социальные темы, философские, в целом, те многие работы, которые отражают как время 20-летней, 30-летней давности, так и остается актуальным до сих пор, вы можете увидеть в выставочном зале нашего Национального художественного музея. Рубрика «История вещей», которую к столетию автомобильного транспорта Якутии готовит наш коллега Дмитрий Аргунов совместно со специалистами Музея ретро-техники в Прометее, перешагнула к москвичам. Да, мы уже рассказывали о первом 400-м, о первом советском кроссовере «Москвич-410». Теперь на очереди 402-я модель. Первая модель «Москвича», даже с учетом проведенной советской стороной работ по модернизации, уже изначально многим современникам той же «Победе» проигрывала. Поэтому в 1950 году была начата работа над новым автомобилем с понтонным кузовом, который получил обозначение 402-425. Большой вклад в создание 402-го «Москвича» оказали специалисты Горьковского автозавода, целая делегация которых работала на ЗМА. Участие специалистов с ГАЗа оказало сильное влияние на проектирующийся автомобиль.
А учитывая тот факт, что в то же самое время на ГАЗе полным ходом шли разработка и подготовка производства новой модели среднего класса «Волги ГАЗ-21», не выглядит удивительным, что «Москвич» перенял от нее многие элементы своего дизайна. Эта визуальная схожесть как бы подчеркивала, что на советские дороги выходит новое поколение легковых автомобилей. Первые опытные образцы нового «Москвича» были готовы уже в 1951 году. По разработанным чертежам на Горьковском автозаводе, едва ли не единственном в стране эти годы, имевшим собственные мощности для производства пресс-форм, были изготовлены штампы. Из отштампованных по ним пробных панелей в процессе доводки были собраны 7 опытных экземпляров 402-425, различавшихся деталями оформления. Новый «Москвич» стал пионером отечественного автомобилестроения по многим показателям. Панорамное цельногнутое ветровое стекло, телескопические амортизаторы, бесшкварневая передняя подвеска, кнопочное управление замками дверей, двухспицевое рулевое колесо. Первый серийный экземпляр был выпущен 20 апреля 1956 года, то есть 402-му «Москвичу» ровно 70 лет. Автомобиль получил вполне современный внешне, конструктивно более жесткий, а значит и более долговечный, существенно более просторный, с относительным комфортом, вмещавший 5 человек, и комфортабельный внутри по сравнению с предшественником кузов. Он имел отдельный багажник, доступ к которому осуществлялся снаружи автомобиля, а не изнутри. Независимая передняя подвеска и неразрезной мост сзади, вполне современно по тем временам. Главным же недостатком 402-й модели стал доставшийся от предшественника слабый, морально устаревший нижнеклапанный мотор, исправили который лишь к 407-й модели, вполне себе советской, раллийной модели. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Государственная инспекция по маломерным судам ежедневно проводит рейды по ледовым переправам. Превышение веса может привести к провалу под лед, поэтому в связи с изменением погодных условий на переправах проводится регулярный мониторинг. Сотрудники ГИМС также проводят профилактические беседы с водителями о безопасности. Сегодня с ограничениями по весу действуют переправы Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотенцы, а также переправа Якутск-Нижний Бестях с 8 апреля имеет ограничение грузоподъемности до 20 тонн. Напомню, с 15 апреля по ледовым переправам в центральных районах республики будет полностью запрещен для всех видов транспорта. Также тут наблюдаем информационные щиты, чтобы были правильные информирования людей, происходило сроки открытия, сроки закрытия ледовой переправы, толщине льда, температурному режиму и тоннажу. На тоннаж обращаем особое внимание. На данный момент у нас вчера происходило понижение ледовой переправы. Сейчас грузоподъемность на направлении Якутск-Нижний Бестях составляет 20 тонн. В России могут появиться льготные медицинские кредиты для многодетных семей. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести такую меру поддержки. По его инициативе семьи с несколькими детьми смогут брать кредит под 3% годовых на 10 лет с лимитом до 3 миллионов рублей. Средства можно будет использовать в течение 7 лет на медицинские услуги для всех членов семьи. При этом родители смогут выбирать любое медучреждение. Как отметил автор инициативы, это существенно облегчит нагрузку на семейный бюджет. Расходы на лечение занимают в нем заметную долю, а возможность самостоятельно выбирать клинику порой критически важна. С российского рынка могут исчезнуть до трети самых дешевых шин. Минпромторг предложил запретить резину с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов, канцерогенов, которые при износе покрышек выделяются в виде токсичной пыли. Проблема в основном затрагивает бюджетный сегмент. Инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития. В Минпромторге считают, что ужесточение техрегламента Таможенного союза поможет вытеснить продукцию, не отвечающую экологическим и техническим нормам ЕАЭС, и создаст конкурентные преимущества для российских производителей, компаний, стран ЕАЭС и крупных мировых брендов с высокими стандартами безопасности. При этом в ведомстве уверены, отечественные предприятия смогут полностью удовлетворить внутренний спрос и сохранить экспортный потенциал.
12 июня в Якутии состоится масштабное спортивное событие. Первый в истории региона республиканский полумарафон «Забег единства». В 1 минуту участники выйдут на старт одновременно и в Якутске, и в 21 районе, демонстрируя сплоченность и приверженность здоровому образу жизни. Лозунг мероприятия «Бежим вместе, бежим в ногу со всей страной». Программа забега включает дистанции для всех возрастов, детские старты на 500 метров и километр, взрослые дистанции от 2,5 до 21 километра, а также 3-километровую дистанцию для любителей скандинавской ходьбы. Проходить будет впервые. Конечно же, важно участие. Сегодня здоровье человека – это самое важное, то, что есть у каждого человека. Поэтому мы должны сделать большой охват населения, ну и переживать здоровому образу жизни и, конечно, заниматься спортом. Поэтому всех людей, которые сегодня хотят участвовать, уже могут зарегистрироваться и принять участие на этом забеге. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Любовь к музыке ретро, золотым 80-м, лихим 90-м вновь набирает обороты. Западные и российские артисты, ставшие популярными 30-40 лет назад, сегодня собирают не меньшие залы. Не отстают и наши якутские звезды. Вот такой совсем свежий музыкальный подарок в стиле диско нашим зрителям приготовили Евгений Прокопьев и Юлия Луна. Вот, да. Что именно это за подарок, мы узнаем чуть позже и прямо увидим и мы насладимся. А пока давайте поговорим о том, как создавалось вообще это настроение. Да, Евгений и Юлия у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Якутия. Доброе утро всем ведущим. Как создавалось это настроение, этот клип? Да? Ну, мода на 90-е, наверное, она... Вот сейчас переживает самый свой, наверное, пик второе дыхание. Популярности, второе дыхание. Вот эти все Доктор Албан, Ace of Base, Кармен, Мираж, Руки вверх. Вот 2 полных зала «Триумф». Раскуплено уже 2 дня подряд, задолго загодя. Это уже о многом говорит. И вообще музыка в стиле ретро, как принято говорить, в стиле диско, для меня она была актуальна всегда. Я всегда ее любил. Ну, наверное, каждый человек, вот вы в том числе, Юля, наверное, какие-то воспоминания связывают с той хорошей музыкой, которая была 10 лет назад, 20, 30 лет назад. Ну, кто жил, вам еще рано, наверное. Но это было актуально вчера. Всегда. Вот буквально... На днях вспоминал тот случай, когда мы студентами в 90-х годах, ну, я учился в ЕГУ тогда еще, в 90-х, и тогда шли вот эти наши студенческие всякие разные мероприятия, и там звучали такие фразы: «Эй, шестидесятники!» И ползала руки поднимала вверх. Мы такие: «О, шестидесятники!» И начинало звучать «Где-то на белом свете». И они начинали зажигать. То есть тогда это было 30 лет назад, сейчас 30 лет назад, 90-е. Точно такой же эффект, представляете? Есть момент, что история циклична. То есть все так циклично. А вот как считаете, почему все-таки мода возвращается? Все-таки это воспоминания, все-таки больше это ностальгия. Какие-то ностальгия по каким-то лучшим временам, может быть. Да? Ну, конечно, это благодарность за опыт, за жизненный опыт, который ты пережил. Это первая любовь, это... Ну, и имеет смысл еще. Вот для тебя, например, да. Какие песни вот сейчас приятно слушать и почему их приятно слушать в стиле ретро? Ну, потому что они мне вот именно что воспоминаниями, вот именно, ну, ретро, ну и ностальгия. Вот, да. Вот как раз, Юля, вопрос к вам, да? Мы, в принципе, узнали, что Евгений, он достаточно благосклонен и достаточно большую любовь к ретро и испытывает. Подношу публике. Подносит публике, да. Юля, а вот для вас ретро тоже какой-то из, скажем так, ключевых стилей, в том числе с точки зрения прослушивания, или в принципе, по большей части музыка нравится другая, и решили себя вот в чем-то новом в этом клипе? Ну, у меня таких прям определенных любимых жанров нет, но я люблю петь ретро-песни, вот как Анна Герман, Рокунова. Все-таки вот старые хиты, они всегда хиты до сих пор. Ну и вот я вот именно то, что вот ностальгирую и люблю петь песни вот такие. Юля один раз мне написала в социальной сети,
Хочу петь в вашем клубе. Ну, я арт-директор одного из ретро-клубов сейчас. Я думаю, еще одна. Я говорю, пришлите мне свое видео. И она посылает мне, как она исполняет песню группы «Мираж» на каком-то корпоративе. Все, мое сердце растаяло. Я говорю, все, выступаете сегодня, в пятницу, в эту пятницу выступаете. Говорю. Вот. Поэтому у нее совершенно замечательный голос, у нее есть слух. И песня она вот как раз исполняет такие в стиле ретро, как раз чтобы поднести народу именно красоту вот этих песен. Ну, мне кажется, невозможно это сделать, опять же, без любви Да. к жанру самому, потому что можно и обладать и прекрасными данными, и даже талантом, врожденной одаренностью, но если нет искренней любви к тому, что ты делаешь, это даже, и говоря про стиль, да, про формат, мне кажется, прям хорошего результата не получится. То есть мы еще раз можем убедиться, что песни, которые вам нравятся. Да. Юлия, ну если я не ошибаюсь, вы новая такая звездочка у нас на якутской эстраде, да? Вот как начинался ваш путь в музыку? Ну, я думаю, это мне передалось, да, передалось по наследству, думаю. У меня дедушка был, играл в оркестре, бабушка была балериной, одна бабушка пела, и я думаю, все-таки всему свое время все равно дает, да? Мама моя еще поет хорошо. Ну, в общем, творческие люди все. Она еще художница. Да, еще Ну, художница. очень творческая. Да, и вот, думаю, вот как раз вот позвонила Евгению Прокопьеву, мне прям друзья порекомендовали ему к нему обратиться. Ну вот, Он поддержал. переходя вот как раз к клипу, да, то есть Евгений сам написал строчки, да, музыку. Это была как очень вот родилась идея? старая песня, о которой почему-то все забыли. Вот мы в ретро-клубе своем крутим эту песню, но люди, да, танцуют, хорошая, приятная песня. Но, оказывается, про нее забыли. Не звучит она нигде, ни по радио. Вот, возродил, получается, написал русский текст. Тут же пришла идея снять на это все клип, как-то увековечить, поставить такую вот галочку в своем творчестве, жизненном пути. Для этого мы арендовали автомобиль «Жигули». Для этого мы разоделись в такие джинсовые куртки. Прям, я не знаю. Вот. И я думаю, что этот визуальный подарок, этот музыкальный подарок, который вот сейчас, кстати, начинается. Видим кадры. Да, понравится нашим слушателям и нашим зрителям. Вот говоря еще раз про клип, да, все-таки вы на эстраде не первый день, да, уже такой, как это правильно так сказать, один из столпов, наверное, нашей якутской эстрады. Хорошо, хоть не мастодонтов. Вот, тем не менее, клипы для вас в целом не впервой. Какая может быть разница между съемками тогда и сейчас? Ну, в 97-м у меня вышел первый клип с использованием компьютерной графики в республике. Мы использовали на 486-х пентиумах каких-то, мы там что-то монтировали. Этот монтаж одного клипа занимал, прогон точнее, вот рендеринг называется, полгода занимал. Сейчас он занимает 3 минуты. Представляете, какой прогресс, да? Вот. Ну, у меня в социальных сетях, наверное, некоторые видели вот этот клип. И, конечно же, основные вот моменты, они ничем не отличаются. Это камера, это игра на камеру, это отдача себя всего полностью на результат, на итог. Все. В общем. Понятно. Ну, спасибо, поздравляем вас. Все-таки клип выпустить — это важное событие. Спасибо. Пусть там, какой бы он по счету не был, всегда важно, круто. Желаем вам дальнейших творческих успехов. Как и обещали, клип прямо сейчас мы вам покажем, дорогие зрители. Вы тоже им насладитесь от и до. Но прежде хотим пожелать вам предстоящих отличных выходных, побольше весны в сердце и в жизни, и пусть все будет у вас хорошо. Да, и на улице, забыла сказать, да? Ага. И увидимся в эфире телеканала Якутия-24 НВК Саха. Встречайте утро вместе с нами уже в понедельник, в 7 часов утра. Наши коллеги в понедельник вас подхватят и будут также бережно вести вас через всю следующую неделю. Ну а пока, опять же, хороших выходных. И Евгений и Юлия буквально по 2 слова тоже нашим зрителям. Хорошего настроения всем, хороших выходных. На этих выходных Пасха, один из главных праздников в нашей жизни. Всем прекрасных, хороших выходных, хорошего настроения, главное, праздничного настроения. И я думаю, что, еще раз скажу в 10-й раз, что этот клип должен понравиться. Спасибо. На это рассмотрим его. Да.
глазах и сердце стук.